Здравствуйте! Как всегда в этот час рассказываем о главных событиях уходящей недели. С вами Марина Канадакова. И вот что будет в нашем выпуске. Инфекция вышла за пределы карантина. Узелковый дерматит у коров обнаружен в селе Знаменка. Не опасно ли детям ходить на занятия? Активисты УНФ обращают внимание на затянувшийся ремонт в школе искусств Черногорска. Тысячи человек уже посетили масштабный форум «Россия». Одно из главных событий – это неделя Сибири. Как Хакасия рассказывает о своих достижениях, узнаем напрямую от очевидца событий. Его сказание – духовное богатство народа. В Шира увековечили память хайджи Семена Прокопьевича Кадышева. Карантин не помог в борьбе с узелковым дерматитом. Вслед за Баградом новый очаг выявлен в селе Знаменка. Это десятки животных с клиническими признаками. Сейчас там введен режим чрезвычайной ситуации. Карантин действует не во всем селе, а в районе улицы Набережная, где обнаружен заболевший скот. В радиусе 10 километров объявлена красная зона. Другие населенные пункты в нее не попадают. И в отличие от Баграда, где домашний скот был полностью изъят, в Знаменке нет необходимости в радикальных мерах, говорят специалисты. Животные здесь провакцинированы, поэтому уничтожать их не будут. Ветеринары ставят им дополнительную прививку, что теоретически должно помочь справиться с болезнью. Дальнейшие действия ветслужбы зависят от развития ситуации. В Минсельхозе призывают не скрывать факт заболевания у скота. Это лишь усугубляет положение. Как дерматит попал в Знаменку, еще предстоит выяснить. Инфекция в Баградском районе была выявлена в начале октября. За уничтоженное поголовье республиканские власти выплатили сельчанам компенсацию на 50 миллионов рублей. И это будет не единственная помощь пострадавшим сельчанам. По инициативе Верховного Совета наиболее нуждающиеся семьи смогут приобрести скот. Подробности узнал Константин Кравцов. В многодетной семье Ярлыковых все как обычно. На первый взгляд, старшие маме помогают по хозяйству под чутким присмотром трехлетней Даринки. У сельских много дел, но все это на первый взгляд. В семье не хватает, можно сказать, еще двоих. В прошлом месяце у Ярлыковых власти изъяли корову и телочку. В Баграде свирепствует невиданная прежде зараза – узелковый дерматит. Принято, как говорят, единственно верное решение – истребить всех коров. Честно сказать, я на себе волосы рвала. Это для меня было большим ударом, я вам клянусь. Я поэтому сюда и не суюсь, потому что мне, честно, тяжело. Семья, в которой трое детей, мать на скромной зарплате в школе, а отец по вахтам, после потери коровы до сих пор в шоке. Сейчас единственный мужчина в доме – семиклассник Сергей. Кстати, все это сено, 10 рулонов, мальчишка купил на свои деньги. Копил на мечту, но в итоге решил помочь родителям. Работал на летних каникулах в школе разнорабочим и так по Колымам. На 20 тысяч это все вышло. Ну вот теперь это, получается, зазря. И коров пригнали, коров больше нету, и сено сожгут вместе с навозом в яме. Все дорожки снегом засыпало, никто туда не ходит. Она и лишний раз теперь сюда не зайдет. Пенсионерка Нина Смелова потеряла сразу 3 коров. У бабушки внуки-студенты в Абакане. Когда молоком помогала, когда финансово. Теперь с пенсией в 18 тысяч самой бы выжить. Мы были с мясом и с молоком, и с творогом, и со сметаной, и с сыром. Все у нас было. А теперь ничего не осталось. Не знаю, как будем выживать. Потому что люди жили у нас на хозяйстве. И детей учили, и все. А теперь что, у вас остались? Ну, получила эти копейки. Ну, идут они у меня. Цены-то знаете в магазинах какие. Держать скотину на селе все равно, что иметь надежный тыл. Как минимум, молочные продукты всегда на столе, а когда и приторговать можно, выручив рубль. В Баграде сейчас фактически нет ни одной коровы. Райцентр на карантине, который накануне продлили до 11 декабря. Понимая трагедию отдельно взятого села, глава профильного комитета в Верховном Совете предложил оказать спонсорскую помощь жителям Баграда. Есть люди, особенно пенсионеры, которые держали коровенку как бы для себя, прибавка к пенсии, где-то детям, внукам молочка, там, молочных продуктов. С этой категорией достаточно сложно. Поэтому я, как председатель комитета, выступил с предложением оказать так называемую спонсорскую помощь от лица сельхозтоваропроизводителей республики, восстановления того поголовья, которое они потеряли.
Теоретически идея вполне реализуема. В Хакасии есть крупные хозяйства. Инициатива Ивана Вагнера уже нашла поддержку. Один из первых откликнулся Евгений Байкалов. Там же, в Багратском районе, он заведует серьезным сельхозпредприятием. Мы готовы предоставить либо там телочку, либо корову. Ну, все в рамках законодательства, безусловно, это нужно пройти, чтобы сейчас карантинные мероприятия были сняты. Впоследствии нам нужно своих коров поставить на карантин, провести все мероприятия. И только после этого, я думаю, что мы соберемся еще с кругом и примем решение. Но я однозначно, да, я готов поучаствовать. Важно понимать, что помощь в итоге получат самые нуждающиеся. А кто это? Пенсионеры или многодетные семьи? Решать по справедливости однозначно будут наверху. Главное – это поддержка. Если об этом уже говорят, значит, люди не одиноки. Константин Кравцов, Антон Новожилов, Вести, Хакасия. Деньги получили, а освоить не смогли. В Черногорске затянулся ремонт детской школы искусств. Общественники критикуют городские власти за нерасторопность, по вине которой занятия проходят не в самых комфортных условиях. Ольга Стельмах с подробностями. Стройматериалы, мусор, леса. Искусствоведы бы еще поспорили, к какому направлению отнести эту картину. Вот только это не художественное полотно, а реальность. Опасная реальность Черногорской школы искусств, где в конце прошлого учебного года начали капитальный ремонт, завершить должны были еще к сентябрю. Но вот уже 3-й месяц работы идут, буквально над головами учеников. Тревогу забили родители и обратились в Народный фронт. Чиновники должны обеспечить безопасные условия, чтобы дети ходили в школу, не рискуя жизнью. Вот там такого не было, и поэтому родители, естественно, беспокоились. Дети есть дети, где-то побежали, споткнулись, упали и остались без глаза. И понятно, что вот так, как там происходит, быть не должно. Это даже не говоря о том, что сорваны сроки по нацпроекту, потому что должны были сдать еще в августе. После того, как эти кадры появились в сети, часть строительного мусора убрали. Зданию школы искусств больше 50 лет, и оно действительно нуждалось в капремонте. Для этого по нацпроекту «Культура» выделили 8 миллионов рублей. На торгах снизили стоимость до 6 миллионов 700 тысяч. Сделать вызвался подрядчик из Саяногорска. Следить за стройкой обязаны были городские власти. Сегодня сроки давно сорваны, а освоено всего треть суммы. Были еженедельные штабы, и прокуратуру привлекали, то есть прокуратура его привлекала и в суд. Обращались, чтобы выставили ему штраф. Подрядчик так и не смог выполнить свои обязательства, в связи с чем был внесен в реестр недобросовестных подрядчиков и был с ним расторгнут контракт. Всего освоил он за все лето 2 миллиона 200 тысяч рублей. В школе искусств учатся 250 детей. Занятия по будням в 2 смены. Учебный год здесь начался по плану. Уроки идут и сейчас. Часть здания стоит без облицовки. Возле окон практически насквозь дыры. Спасает только, что нет морозов и пока справляется система отопления. На стройке снова тишина. У нас камень, он же не подходит близко. Там есть какие-то, наверное, зазорины, я не понимаю, я не строитель. Что если ветер с той стороны, да, так прохладненько. Но вы знаете, говорят, даже лучше вот в это время. Но если это зимой будет морозу, я думаю, что это будет холодно. Активисты Народного фронта подключились к контролю, намерены задействовать прокуратуру и Следственный комитет, а также предоставить информацию в администрацию президента. Между тем, мэрия Черногорска снова объявила аукцион. Провести обязательную процедуру нужно как можно быстрее. Новый срок окончания ремонта – 15 декабря. По сути, остался всего месяц. И, судя по этой картине, звучит это как фантастика. Впрочем, закончить работы необходимо до конца года, иначе неосвоенные деньги по нацпроекту придется вернуть. Ольга Стельмах, Арсений Симонов, Вести, Хакасия. В преддверии 30-летия Конституции можно проверить себя на знание главного закона страны. Для этого достаточно поучаствовать во всероссийском онлайн-тестировании. Необходимо зайти на сайт конкурса, зарегистрироваться и ответить на вопросы. Они разной сложности, некоторые могут заставить задуматься. Например, почему представлению может быть снята неприкосновенность сенатора или депутата Госдумы? Или с какого возраста можно стать судьей? Чем быстрее человек ответит правильно, тем больше шансов на победу. До завершения конкурса осталось меньше недели. Всего по стране будет выявлено 10 победителей, для которых предусмотрен призовой фонд в 1,5 миллиона рублей. Депутаты активно подключились к тестированию. Не все набирают 10 баллов из 10, но это еще один стимул к тому, чтобы повысить свою правовую грамотность.
Мне очень понравилось, всего 10 вопросов. То есть времени достаточно. Я думаю, это займет совсем немного времени для каждого, и можно это сделать, причем с телефона, со своего. Я приглашаю всех абсолютно пройти этот тест. Не потому, что показать какие-то хорошие результаты, а даже ради того, чтобы познакомиться с основным документом. Тем более, совершенно недавно, в 2020 году, наша Конституция претерпела огромные изменения. На международной выставке «Россия» в Москве прошли Дни Сибири. Хакасия представила свой туристский потенциал. Полпред Анатолий Серышев побывал на стендах всех регионов Сибири. Заглянул он и в наши юрты. Стенд Хакасии насыщен современными технологиями, позволяющими перенестись на древнюю землю, увидеть ее достопримечательности и даже получить предсказания шамана. Туроператорам рассказали о маршрутах, которые возможны в нашем регионе, а те, кто уже побывал в республике, поделились своими впечатлениями. А для большего погружения в тему желающие могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению оберегов и исполнению горлового пения. И уже через 2 дня на выставке будет День Хакасии, когда состоится масштабная презентация региона, ее культуры и достижений. Выставка продлится до 12 апреля, и все это время на ней будут работать представители республики. Один из них – это гид музея «Сулекская писаница» Татьяна Козырева, которая решила на время сменить Хакасию на Москву. О том, чем интересна республика посетителям выставки и в целом об атмосфере на ВДНХ, она расскажет в следующем интервью. Татьяна, здравствуйте. Спасибо, что вы вышли на связь с нами, хотя я знаю, что у вас сегодня очень загруженный день. Здравствуйте. Я тоже рада вас приветствовать с выставки «Хакасия». Скажите, пожалуйста, насколько большой интерес вызывает стенд нашей республики? Ведь вот судя по кадрам, которые я уже видела, там много всего. И вот как мы выделяемся, чем мы выделяемся среди этого разнообразия и многообразия? Наш стенд очень интересен гостям тем, что он очень продуманный. В нем можно не только прикоснуться к истории и культуре нашей республики, но также есть и современные достижения, и плюс это все проходит через интерактив. Как вообще себя показывают эти новые технологии? Потому что там у вас работают тач-панели, и с помощью этого всего можно вообще увидеть, что такое Хакасия. Тач-панели работают, показывают себя отлично, вот что я могу сказать. И вызывают большой интерес не только у детей, но и у взрослых. Потому что это интересно, это визуально, ты как будто переносишься из Москвы и в наш регион. Вот это вот ощущение того, что ты находишься там, оно у людей присутствует. И это классно. О чем чаще всего спрашивают посетители стенда? Посетители стенда спрашивают, а какая у вас столица? А что у вас посмотреть? А что у вас вкусного попробовать? Вот это самые распространенные вопросы. И спрашивают, какая у вас религия. Вот это тоже интересный вопрос. Потому что здесь у нас представлен шаман. Виртуальный, высокотехнологичный. Получается, люди мало знают, да, о таком регионе, как наша республика. Да, к сожалению, знают очень мало. Где-то слышали, кто-то слышал про Саяно-Шушенскую ГЭС, кто-то слышал про озеро Шира, что у кого-то когда-то кто-то там лечился. Вот. Это, наверное, самые известные места вот для тех людей, которые мало знают о республике. А мы просвещаем, и мы рассказываем, что у нас не только степи, не только озера, не только Саяно-Шушенская ГЭС, что у нас есть и тайга, что у нас есть история, что у нас своя культура. И это нравится и привлекает внимание. Очень активно берут нашу раздатку. Это то, что нам предоставил туристско-информационный центр, потому что ребята очень грамотно составили все. И есть QR-код с отсылкой на источник Хакасия Travel, где люди могут уже более подробно, не в формате выставки, а спокойно дома ознакомиться. Это тоже очень классная идея. Ну, замечательно. А как вы думаете, вот эти ваши рассказы о нашей республике, да, и вообще вот те красивые картинки, которые вы там показываете, вот они могут как-то помочь привлечению туристов в наш регион, и чтобы у людей действительно появился интерес, и они захотели вот отправиться на юг Сибири?
Да, конечно. Я думаю, что людям это интересно, потому что очень многие наши пейзажи, которые мы показываем, и ландшафты, они необычные, и люди говорят: о, мы такое хотим увидеть. К таким достопримечательностям у нас относятся наши сундуки. Когда люди видят, они говорят: а что, это не Америка и не Мексика, это Сибирь. Вот, для них это очень удивительно. И, конечно, когда мы показываем наши ивановские озера с ледниками, с цветением тайги, это тоже очень нравится. И я надеюсь, что эти люди приедут к нам летом уже в республику на сезон. Да, мы тоже надеемся. Татьяна, вы там находитесь с самого начала открытия вот этой международной выставки. Расскажите в целом об атмосфере, да, и какое у вас ощущение от самого этого мероприятия, от этой идеи объединить все регионы, показать их, в общем, как это было в советское время на ВДНХ. Я думаю, что эта выставка, она намного глобальнее, чем тех, которые проводились в советское время на ВДНХ. Если брать историю, да, это же сначала была сельскохозяйственная выставка, а потом уже выставка достижений. А сейчас это выставка современных технологий, это выставка, где люди знакомятся, это выставка, где люди узнают нашу страну. Вот. И самое главное, что это им интересно. Вот это вот больше всего радует, что если они что-то не знают, они получают на этой выставке. А начиналось все очень интересно, когда была глобальная подготовка. Выставка организована в рекордно короткие сроки, но такой масштаб, здесь собраны самые новейшие технологии, да, потрясающие какие-то панели. Даже люди, когда приходят специалисты, они говорят: неужели это все можно было собрать в одном месте, при том столь короткие сроки? И мы тоже можем этим гордиться, да, наша страна может этим гордиться, что у нас есть такие достижения. Спасибо вам за эту беседу, и я желаю вам успешной работы на этом форуме и как можно больше позитивных впечатлений. И вот просвещайте людей о том, что такое Хакасия. Все, спасибо, была рада общению, была рада поделиться информацией с выставки. В Подсинем разгораются страсти вокруг уличной колонки, единственного общедоступного источника воды. Местные коммунальщики решили ее заблокировать и разрешить пользоваться только тем, кто согласен услугу оплачивать. Между тем, не все жители уверены, что колонка вообще нужна. Аргументы сторон выслушал Константин Кравцов. До того количества, наверное, ну сколько фляга? На неделю-полторы. У Федора Пугача в доме каждая капля на счету, вода привозная. Впрочем, и скважина есть, но то, что бьет из-под земли, неплохо может ударить и по здоровью. Местные предпочитают не рисковать. Цены хватает на 2 года буквально. Хотя скважина 12 метров, более чем достаточно, я думаю. А так она по характеристикам техническая, конечно, в любом случае. Вот это вот каждый день вот так. Приезжаешь с работы, и вот это вот безобразие льется постоянно. Собственно, вот он, источник жизни. Единственная колонка, говорят местные, очень популярна. Только вот отношение к ней бережным не назовешь. Посчитав примерные потери, коммунальщики накануне объявили: чистая вода теперь имеет свою цену и обещают в скором времени закрыть на замок. Мы сейчас размножим буквально сегодня ключи и обратно ее запрем, я думаю. Сейчас официально договор на пользование водой в Подсинем имеют лишь 3 абонента. Идея заключается в том, чтобы установить рыночные отношения с каждым, кто идет сюда за водой. А это внушительная часть села и дачники из соседнего общества. Ну а популярность, как это часто бывает, уже принесла одинокой колонке неоднозначную славу. Тема воды, как говорится, среди местных кипит. Мы же какие? Мы жадные, мы идиотные, мы непонимающие, что где-то насос работает, а насос ведь стоит на станции денег. Правда говорю, правда. Днем и ночью едут, в окна светят, шум, гам, а по весне вообще с полей все дачники, китайцы тут воду берут, а мы за это платим. Директор муниципального казенного предприятия «Импульс» Антон Петров – один из авторов новшества. Всем желающим теперь нужно прийти в офис компании, заключить договор и получить персональный ключ. В ближайшей перспективе колонку обещают заблокировать замком. И мы не против, чтобы здесь разбор производился, но он, то есть, должен быть учетный. То есть надо, чтобы эти объемы хотя бы с применением нормативов, они каким-то образом учитывались. 22 рубля 1 копейка с человека в месяц. У нас вот МУПы были, они всегда были убыточные.
А здесь МКП создали для того, чтобы ему как-то жить, ему как-то зарабатывать, да, как-то платить ту же самую зарплату, которую люди. Он в любом случае должен считать свои затраты. Он же не сам придумал, да, этот тариф. Мы не против платить. Было бы, говорю, сделано бы цивилизованно, то есть объявление висело бы, что куда идти, с кем заключать договора, сколько это стоит. А то оно в соцсетях только разошлось. В перспективе здесь планируется установить так называемую умную колонку, которая будет и расход считать, и работать от специального чипа. Впрочем, проблему в Потсине может решить совсем другое. Дело в том, что часть села имеет водопровод, часть – индивидуальные скважины. Вода в них не соответствует питьевым нормам. Власти заявляют, что сейчас проект по строительству новой ветки для остальных на стадии подготовки. Много ли воды утечет, пока все начнет работать? Константин Кравцов, Арсений Симонов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. История о рабстве из Усть-Абаканского района стала одной из самых обсуждаемых на неделе. Фермер из Аала Черков Виктор Олесов 7 лет эксплуатировал 3 человек. Они бесплатно на него работали, а за малейшую провинность Олесов их избивал и сажал в погреб. Также он забрал у потерпевших документы. Сбежать из рабства, по их словам, им не удавалось. Ферма находится в 20 километрах от ближайшего села, и пока они добирались до него, Олесов их находил и силой возвращал назад. Известно, что ранее пленники вели асоциальный образ жизни. Все вскрылось случайно, когда хозяйство навестила полиция в поисках другого пропавшего человека. Фермера взяли под стражу на 2 месяца. У следствия есть основания полагать, что он мог удерживать в рабстве большее количество людей. Сам подозреваемый утверждает, потерпевшие его оговорили, ничего преступного он не совершал. Конечно, нет. Потому что я сам в шоке, что это было. Про документы как бы она сама лично отдавала. У нас, как бы, я говорю, что там, потому что у них там много, они должны денег. Сотрудники дела сфабриковали, все что. 1,5 недели осталось на оплату имущественного и транспортного налогов. При этом свой долг исполнили только порядка 60% налогоплательщиков Хакасии. До 1 декабря заплатить государству должны владельцы недвижимости и машин. В этом году объем начисленных налогов выше прошлогоднего. В том числе потому, что на 2000 увеличилось число самих налогоплательщиков и вырос налог на дорогие квартиры большой площади. Имущественные платежи очень важны для региона. Они идут только в республиканские и муниципальные бюджеты. В этом году есть принципиальная особенность. В связи с введением единого налогового счета сначала погашается имеющаяся задолженность, а потом проходит оплата налога. То есть должникам так или иначе придется рассчитаться, чтобы не заработать пеню и другие неприятности. Вот какие цифры приводят в управление ФНС. У нас на текущий момент в республиканский бюджет по транспортному налогу задолженность составляет 153 миллиона рублей. Соответственно, как бы мы ожидаем, что 153 миллиона будет погашена задолженности, и еще также необходимо оплатить 182 миллиона вот тех неуплаченных налогов за текущий отчетный период. Обращаем внимание, участники спецоперации и их близкие родственники имеют право на льготу при оплате налогов за недвижимость и транспорт. Как правило, они освобождены от текущих платежей, но долг, образовавшийся до начала СВО, за ними остается. И к другим новостям. К отправке в зону спецоперации готовится очередной гуманитарный груз. Предприниматель из Аскиза вновь посылает талхан. Обжаренные и перемолотые зерна пшеницы и ячменя – еда быстрого приготовления. Достаточно добавить молоко, и блюдо готово. В полевых условиях и вовсе молоко можно заменить водой. Будет не менее вкусно и питательно. Поделиться талханом предприниматель Павел Баргаяков решил в том числе по просьбам хакасов, которые находятся в зоне спецоперации. Оценили угощение и бойцы из Алтая, Бурятии и Якутии. Павел Баргаяков не первый раз оказывает помощь. Всего в этом году он отправил на фронт 2 центнера талхана. Сейчас к бойцам поедет 4 коробки в составе очередной партии, которую собирает Аскизский сельсовет. Помимо продуктов в ней есть газ, термобелье, теплые вещи. Все то, что согреет участников СВО. Подготовленные пожелания от детей. До отправки груза остались считанные дни. 21 числа у нас ноября будет отправка в город Абакан, а оттуда весь груз гуманитарный уйдет в СВО. И призывает всех неравнодушных людей прийти к нам, оказать посильную помощь нашим ребятам. Ну и, как говорится, было у нас в пору Великой Отечественной войны все для фронта, все для победы, а без хорошего тыла не будет победы.
Памятник хайджи Семену Прокопьевичу Кадышеву открыли в Шира. К этому событию на малой родине сказителя готовились 30 лет. О том, что в итоге получилось, материал Натальи Гармашовой. Сотни тысяч строк, больше 3 десятков героических сказаний, легенд, преданий, творческий репертуар, фольклорный и авторский, потомственного хайджи, четханиста, тахпахчи Семена Прокопьевича Кадышева богат и многогранен. Из всех местных сказителей Кадышев имел самую громкую славу, которая вышла даже за пределы страны. Через искусство он проносил любовь к родной Хакасии. И здесь чтят память о знаменитом предке. В Ширинском районе, малой родине хайджи, Семену Прокопьевичу установили памятник. Я вот смотрю, и действительно похоже, очень похож на нашего прадедушку. Большое спасибо. Очень отрадно то, что он стоит здесь, на нашей Ширинской земле, как напоминание нашим всем будущим поколениям о нашем великом хайджи, и который так любил свою родину. Я его помню с детства. Мне было, наверное, 12 лет, когда его пригласили к нам на урок в школу, в Трошкино. Он пришел с Шатханом и перед нами выступал. Это было нечто, конечно. Оно осталось в памяти. История создания памятника растянулась на 30 лет. Впервые об этом заговорили в 92-м. Тогда инициатива не реализовалась. Вернулись к ней в 2020-м. Стартовал сбор средств. Жители района, бизнес, работники культуры собрали 500 000 рублей. А в 23-м 3 миллиона выделил республиканский бюджет. Началось изготовление скульптуры бронзовой на постаменте из керамогранита. Символично, что автором выступил тоже хайджи. А еще музыкант и скульптор Вячеслав Кученов. Говорит, задание было волнительным, но все удалось. Работа была, будем говорить, нелегкая, потому что скульптура с портретным сходством – это очень сложно сделать. В молодые годы, как мы и хотели, в «Расцвете сил» он, когда он был, исполнял эпос и так далее. Вот в «Расцвете сил» мы старались его сделать, чтобы именно он пел. Разместили памятник в центре села, на площади перед районной библиотекой. Он привлекает взгляд каждого прохожего. А в следующем году бюст хайджи планирует установить и в Али Трошкин в музее Кадышева, доме, где жил Семен Прокопьевич. Наталья Гармашова, Антонина Томачакова, Алексей Бурнаков. Вести Хакасия. У подростков Таштыпа появилось новое место, где их ждут. В райцентре открылась этноплощадка в юрточном комплексе. Название ему выбрано со смыслом «Пала Талан» – «Счастье ребенку». Ребята, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, смогут здесь весело и интересно проводить свободное время. В юртах можно пообщаться, играть в компьютерные игры, пострелять в электронном тире, а также познакомиться с национальной культурой и научиться игре на хакасских инструментах. Делать талган, сувениры, украшения. Обустроить этнопространство в рамках федеральной программы «Подростки России», инициированной уполномоченным по правам ребенка при президенте страны. Таштыпский район получил на это 500 000 рублей. Такой была уходящая неделя. Я благодарю вас за внимание и желаю приятного завершения выходных.